Какой казахский жуз является самым сильным и воинственным? Каждый из трех жузов проявлял себя в разных эпохах и ситуациях. Чтобы рассмотреть этот вопрос, нужно обратиться к истории казахского народа, научным исследованиям и особенностям каждого жуза. Исторический контекст трех жузов. Казахское общество традиционно делилось на три крупных территориально-культурных объединения, называемых жузы. Старший жуз – Уло жуз на юге Казахстана, средний жуз – Орта жуз – центральной и восточной территории, младший жуз – Кши жуз – западная часть Казахстана. Каждый из жузов вносил свой вклад в военную историю казахов в разные периоды. Однако обозначить самый воинственный жуз – это скорее вопрос интерпретации истории и культурных особенностей. Старший жуз – южные войны и влияние государств. Старший жуз, расположенный в южных районах Казахстана, часто взаимодействовал с соседними государствами, такими как Хива, Бухара и Коканд. Эти территории находились в зоне интенсивной торговли и культурных обменов, но также часто становилось полем военных конфликтов. Исследования показывают, что старший жуз был активен в оборонительных сражениях против кочевых племен и внешних агрессоров. Их войны прославлялись своими навыками в конной войне и использовали военные стратегии, которые были развиты благодаря их расположению на пути великих миграций и торговли. Основными полководцами этого жуза были такие личности, как Амангельды Иманов, который стал национальным героем во время антиколониальных восстаний в начале 20 века. Средний жуз – степные войны и противостояние с джунгарами. Средний жуз, расположенный в центральной и восточной части, был одной из ключевых сил в противостоянии с джунгарами, одним из главных врагов казахов в 17-18 веках. В научной литературе часто упоминается роль среднего жуза в великих сражениях, таких как битва при Пуланты в 1726 году и Анаракайской битве в 1729 году. Эти сражения стали переломными в истории казахов, и именно войны среднего жуза под предводительством таких полководцев, как Аблай-хан, проявляли исключительные военные таланты. Средний жуз известен своей стойкостью и готовностью к самообороне. Аблай-хан, правитель среднего жуза, был талантливым дипломатом и полководцем, который не только возглавлял войско, но и вел переговоры с Россией и Китаем. Младший жуз – западные сражения и борьба с колонизацией. Младший жуз, расположенный на западе Казахстана, также имеет долгую историю участия в военных конфликтах, особенно с российской колониальной экспансией в 18-19 веках. Одним из ключевых эпизодов истории младшего жуза было восстание под предводительством Сырымдатова 1783 по 1797 года. Датов был одним из выдающихся лидеров, который боролся против усиления российского влияния и феодальных устоев. Также важную роль в сопротивлении колонизации играл Исатай Тайманов, который вместе с Махамбетом Утемисовым возглавил одно из крупнейших восстаний против колониальной власти в 1836 по 1838 годах. Войны младшего жуза отличались мобильностью благодаря особенностям их кочевой жизни и эффективно использовали тактику партизанской войны. Научные исследования. Научные работы, посвященные военной истории казахов, часто описывают вклад каждого жуза в защиту казахской земли. Историки, как Шохан Уалиханов и Александр Левшин,
подчеркивали, что казахи, вне зависимости от жуза, развивали военное искусство на протяжении веков кочевой жизни. Шохан Уалиханов в своих трудах отмечал важность взаимодействия всех жузов в защите от внешних угроз, будь то джунгары, калмыки или российские колонизаторы. Александр Левшин, исследовавший историю казахов, подчеркивал, что геополитическое положение каждого жуза в значительной мере определяло их участие в войнах и конфликтах. Современные исследования также подчеркивают, что казахская военная традиция была тесно связана с кочевой культурой, где каждый мужчина был в той или иной степени воином, готовым защищать свою семью и род. Однако из-за территориальных особенностей и стратегических интересов жузов их военные стратегии отличались. Каждый из казахских жузов проявлял себя в разные эпохи, и говорить о самом воинственном сложно, так как это зависит от конкретных исторических обстоятельств. Старший жуз защищался от южных угроз. Средний жуз прославился борьбой с джунгарами, а младший жуз активным сопротивлением колонизации.